Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Абхазское общество всегда было заинтересовано в репатриации своих соотечественников. Это одно из важнейших направлений внешней политики Абхазии по ряду причин. Это и восстановление исторической справедливости, возвращение потомкам депортированных абхазов. Это и восполнение потерь, которые принесла Абхазии война. Это и демографические проблемы. Вы представляете абхазо-боснийскую диаспору. Давайте начнем разговор о том, когда и по каким причинам абхазы переселились в Кабардино-Балкарию. В какие годы? Периоды взаимоотношений, они никогда не прекращались между, рассматривать нужно как переходы и взаимоотношения, которые происходили с Кабардой в 17, 16, 18 века, они были периодичными. То есть так вопрос поставить, чтобы сказать, вот основная диаспора перешла на ту сторону и основалась там, будет немного сложновато. На самом деле это постоянные отношения были. И оттуда сюда переходили, и отсюда туда переходили в связи с событиями. В тот период, это практически до 1993 года, и с начала отношений, когда Кабарда подписывала договоры о взаимопомощи с Российской империей на тот момент, уже тогда присутствовала делегация от Кабарды, уже абаза были присутствованы, и они именно для того переход был, для того, чтобы основной костяк именно воинственных людей, которые всегда становились и своим вооруженным составом, и делегацией, дипломатией, они представляли именно абаза в этих делегациях. То есть это и документальные есть подписанные, это в церковных архивах и в наших российских архивах тоже есть это. Фамилии, вплоть до фамилий, имен, все это опубликовано, все это есть. Когда началась первая волна переселения? В 16-17 век. А в период уже именно махажирства, это, скажем так, была поставлена точка, когда вплоть до того, как есть такие версии, что племенами селами Кадор, например, был освобожден от людей, и они перебрались именно в Кабарду, поднялись как убыхи, прям родами полностью освободились, как выжженная земля оказалась. И это уже, можно сказать, да, основной костяк уходил тогда. Сейчас насколько многочисленна абхазо-адыгская диаспора и какими фамилиями она представлена? Фамилий 200, которые здесь в Абхазии проживают, просто вот так перечислять по списку, и из них, 100 это точно будут такие фамилии, которые здесь буквально даже просто убрать, и то же самое. То есть, диаспора многочисленная на самом деле. Какое количество? Есть цифра? Статистика конкретно не ведется, но так как мы этим занимаемся, мы можем сказать, что около 100 тысяч есть диаспора. Те люди, которые к этой диаспоре относятся, они все именно себя называют абхазами, абазинами. Лингвисты подтвердят, и любой историк подтвердит, что любую фамилию, которая практически на 98%, которая на черкесском языке звучит, например, тот же Маршан, он пишется Маршенов, но на черкесском звучит как Маршан. Вот интересно, все ли знают о своем происхождении? И те, кто знают, они как подчеркивают свое происхождение? Лет 20 назад любой за столом, который сидел в любой территории, мы можем территориально обозначать малая, большая Кабарда или без разницы, на территории Кабардино-Балкарии, могли встать и, когда знакомятся за третьей рюмкой, например, за столом, во время застолья, и знакомиться начинали. Когда тост поднимали, например, говорили: «Я из Маршан», люди рядом стояли и оборачивались. «А, из Маршан? Да, мы знаем таких. У нас фамилия есть Абазоков, Абазов, Абизванов. Это все Абаза. Просто люди немного изменяли свои фамилии. Почему многие пишутся кабардинцами? Я на примере своей возьму фамилии. Моя фамилия проживала на территории Георгиевской, это Ставропольский край.
И когда подавались прошения, многие изменяли фамилии, потому что они не давали земли, например. Для того, чтобы переселиться, нужно было куда-то переселиться. Могли просто не дать тебе землю. Или могли не дать ввиду того, что не такой авторитетный род, вообще разрешение на переселение. И многие так на самовыживание, в принципе, и остались. И растворились на территории Краснодарского края, Ставропольской губернии на то время. И люди меняли фамилии. Но так как они говорили на абхазском языке, на абазинском языке, когда приходя даже в Кабарду, люди их начинали говорить Абаза. Они из Абаза. И так привязалась как фамилия. Те же Абазовы, они также и появились там. Как расселялись абхазы, когда вот массово переселялись в Кабардино-Балкарию? Где места компактного их проживания? На данный момент очень компактного проживания, скажем так, это Зольский, Баксанский район. Это самые практически большие районы в Кабардино-Балкарии. Вот они практически заселены именно абхазами и абазинами. Встречаются и убыхские рода также. А есть ли кто из них сохранил абхазский язык? Это, наверное, люди старшего поколения, да? И есть такие люди, встречаются, их очень мало осталось на самом деле. Десяток можно набрать по всей территории Кабардино-Балкарии. Это из старшего поколения. Но есть также много, например, у меня невестка, она абазинка, с моего села, с моего рода. Я сам с Кубы, село мое называется Куба, тоже это топоним тоже такой заставляет задуматься. И вот невестка моя, она абазинка сама, из Тапанта. И они уже в 4-м поколении сохранили язык, они разговаривают, вся семья разговаривает. Может быть, курсы какие-то там проводятся в Кабардино-Балкарии, ведутся курсы? Курсов нету, никакая работа не проводится. На самом деле разрыв большой есть. Да, мы сохранили все свои фамилии, никто от своих фамилий не отказался. Если в школах поставят такой вопрос, что скажут, на уровне факультатива, если мы вам дадим возможность абхазский язык учить, люди пойдут. И это мы немного мониторили, проверяли, там спрашивали. Около 300 человек говорит, я бы отдал своего ребенка. Я хочу, чтобы мой ребенок говорил на абхазском языке. Я не говорю, мой отец не говорил. Но я хочу. Он знает свой род, он знает, что он абхаз. Почему он не должен говорить на абхазском языке? Поэтому изучение абхазского языка – это в первую очередь. Ваша организация, да, вы подробнее расскажете о вашей организации, чем она занимается конкретно, да? Вот. И что предусматривает конкретно соглашение? Пошаговые какие-то наверняка направления там прописаны об активизации взаимоотношений между абхазами и абхазо-адыгской диаспорой в Кабардино-Балкарии и про соглашение. Вот, давайте поговорим об этом. Подписание этого договора именно в основном на культурные отношения, взаимоотношения между абхазо-абазинской диаспорой. Да. Это не то, что какой-то акцент, это основной фундамент нашего договора. Открытие классов, факультативов, танцев, художественные какие-то кружки. Мы, например, можем лагеря открывать в Кабардино-Балкарии или лагеря здесь можно организовывать, чтобы детьми, обмен детьми, поездки, культурные мероприятия, вот это основной акцент наш. Также мы можем предоставлять информацию Комитету по репатриации о том, что есть желание кого-то из диаспоры вернуться на этническую родину. Есть такие люди, которые изъявляют желание вернуться на историческую родину? Да, есть такие желающие, но, скажем так, я не знаю, человек 50, если вот с нашими именно отношениями, работу, если мы будем проводить в год, если 50 человек мы сможем, то, я думаю, уже большой будет прорыв. Война за независимость, она стала мощным стимулом для объединения всего черкесского мира, и абхазо-абазинская диаспора была не исключением. Вот об этом периоде немножко расскажите, какое количество представителей абхазо-абазинской диаспоры принимало участие в войне, и
Я знаю, что кто-то здесь остался жить. 20% были этнические абхазо-абазины, именно из добровольцев, которые сюда приехали. Их именно вот братский зов позвал. Они всегда знали, что этих границ не существует, ни гор, ни государственных границ. И они перешли через это все. Есть такие из добровольцев, кто сюда, здесь после войны остался и живет, работают. 2-3 человека тоже относятся к ним, именно к абхазо-абазинской диаспоре. Устроились, живут также счастливы, у некоторых и жены абхазские. Да, да, именно и жены абхазские, и детишки, и говорят и на абхазском, и на кабардинских языках. Есть хорошие примеры, да? Конечно, есть пример для подражания. Многие фамилии в Кабардино-Балкарии имеют абхазское происхождение, но они идентифицируют себя как кабардинцы. Как, на ваш взгляд, решается вопрос получения абхазского гражданства? В бланках там не указано, что восстановление национальности, там есть изменение национальности. Это тоже такой пробел в Конституции, скажем, который не дает свободно пользоваться своим правом конституционным. И приходится изменять свою национальность именно в судебном порядке, потому что органы ЗАГСов дают отказ, потом приходится судиться с судами, и на основании решения суда в суде еще нужно доказать, что ты на самом деле относишься к абхазу. И уже ЗАГС потом только выдает тебе свидетельство о рождении, в котором в графе национальность будет изменено, например, на абхаз. Следующий этап уже на территории государства Абхазия, приезжаешь, и тут уже через репатриацию получаешь гражданство. Если позволите, на моем примере, убых вообще я по происхождению, но я хотел записаться так, в реестре государственности нет убыхов, а мой дедушка непосредственно всегда, именно вот его слова, он говорил так: мы аббаза. На черкесском также оно и звучит: мы аббаза. И даже он занимал хорошие должности, посты, он был подполковником госбезопасности, его все друзья, когда собирались, говорили: да, вот это, говорит, настоящая база. Вот это тоже пример. Когда я пришел со свидетельством о рождении моего дедушки, моего отца, моем в ЗАГС, я сказал: вот моя сестра тоже хочет, чтобы у нее было написано Абаза, Абазинка. Просто отказали, сказали: это недостаточное основание для того, чтобы изменить вашу национальность. Она сказала: вот же мой отец, вот у него написано, что его отец, то есть мой дедушка, вот в свидетельствах оригинала она принесла, они сказали: это недостаточно. Барьеры такие серьезные, что время оттягивается, нервы оттягиваются. В суде приходится нанимать адвокатов, и они должны доказывать. Слава Богу, что есть у нас архивные материалы, которые подтверждают, даже вот касаемо моей фамилии, что были выдворены с Западного Кавказа на территорию Ставропольского края, в данном случае Георгиевска. И оттуда, как они прошение подавали, в Кубу переселения. Это весь маршрут просматривается в архивах. Это я могу сделать, это может мой товарищ сделать. А люди, которые просто, например, он работает, не знаю, там, в подмастерьях у кого-то, который на одну зарплату живет, он не будет ни нанимать ни адвоката, не будет, не проходить этот долгий путь, который у некоторых 2, 3, 4 года затягивается. В Абхазии, скажем, все доходит до того, что, например, есть перечень документов также. Этот перечень документов в себя включает свидетельство о рождении российское. В нем должно быть указано, что ты абхаз. Приехать по упрощенной какой-то программе, пока этой возможности нету. Приходится все равно все-таки проходить эту процедуру, потому что в этом перечне есть эти документы. Вы говорили о сложной судебной процедуре восстановления национальности. Абхазская сторона, как вам может помочь в этой проблеме? В первую очередь именно в оформлении гражданства, чтобы сюда приезжали Маршаны, Чеген, Агировы,
Лафишевы, чтобы все эти фамилии, которые проживают у нас, именно из абхазо-абазинской диаспоры, приезжая сюда, были приравнены именно к тем репатриантам, которые по упрощенной процедуре получают гражданство. Бытует вообще мнение такое, что вот в Кабарде очень много из диаспоры, но они вот, если сейчас будет упрощенка, будут ехать сюда тысячами, сотнями. Я сомневаюсь в этом, глубоко сомневаюсь, не из-за того, что там здесь проблемы, там проблемы. Проблем везде хватает, везде. Но люди, если с населенных мест захотят уйти куда-то, развиваться, где-то заново все начинать, это очень тяжело, я еще раз повторюсь. Поэтому только если будет содействие государства, помощь от государства, именно если будет по гражданству упрощенная система, приравненная к другим репатриантам, только тогда люди изъявят желание и будут в самом деле ехать сюда. К примеру, если приедет сюда с фамилией Маршан, носитель фамилии, и начнет оформлять документы, у него будет прописано кабардинец. Если он без изменений, просто отдыхающий, приехал сюда, к примеру, фамилия Маршан, он знает, что он абхаз, все, с ним встретил какого-нибудь друга с Сухума, к примеру, поговорили и говорит: знаешь, если будет все хорошо, я приеду сюда, я буду здесь жить. Я могу и дом себе купить или квартиру, у меня есть дети, я их отправлю в абхазскую школу. Зайдут, если начнут оформлять документы, его желания недостаточно. Его фамилии родовой тоже, оказывается, недостаточно. Его, того, что даже дед его говорил, какие-то разговорным стилем мог свободно общаться на абхазском, тоже недостаточно. Вы обращались к руководству Абхазии, ставили перед ними эту проблему? Именно эту проблему, я думаю, знают в руководстве Абхазии. Но ставить перед ними эту задачу мы не ставили. А в Госкомитете по репатриации что говорят? Как комментируют эту ситуацию? В Госкомитете на самом деле работает такой коллектив, который сплоченный коллектив. Они больные этим, в хорошем понимании, этим вопросом, они хотят работать. Я думаю, в народе будет это все восприниматься правильно. Лишь бы на высшем уровне это все рассмотрели. Я надеюсь, это было упущение этого вопроса, этой проблемы. И если рассмотрят на высшем уровне, это все можно восполнить. Репатриация — это очень сложный процесс. Для нас это национальная идея объединения разделенного народа, который в силу известных исторических причин оказался в разных географических пространствах. И мы надеемся, что вот ту работу, которую вы сейчас проводите, даст в ближайшем будущем свои плоды. На это очень сильно надеемся. Спасибо вам. Спасибо вам за интервью.